Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале немного истории. В этот день, в 1969 году, постановлением Совета министров ТАССР на базе Болгарского городища создан Болгарский государственный историко-мемориальный природный комплекс. В его фонды вошло более 100 тысяч экспонатов. В 1992 году открылся первый конгресс деловых кругов Татарстана. На нем было принято решение о создании торгово-промышленной палаты республики. В 18 часов 45 минут 14 апреля 1993 года на подстанции завода двигателей КАМАЗа произошел мощный пожар. Пламя тогда уничтожило основной корпус и сложнейшее оборудование. С возгоранием боролись 8 дней и ночей. Только при поддержке правительства Татарстана и России предприятие удалось восстановить. Ну а мы переходим к событиям этого дня. Чтобы каждый был в пределе. Людей надо сохранить. Это же самые ценные это люди. Какие меры по поддержке бизнеса сегодня предложил президент республики, узнала Зарина Ахметова. Платежи за коммуналку. Через всякие там сайты или кого. Мы люди пожилые. Как это делать в условиях режима самоизоляции, расскажет Салават Мухаммадулян. Когда велят сидеть дома, а дома нет. Ходить по городу, как говорится, без крыши над головой тоже тяжело. Как соблюдать карантин обездоленным, расскажет Юлия Муратова. За сутки 23 новых случая заболевания коронавирусом в Татарстане. Новые данные опубликовал оперативный штаб. 13 случаев выявили в Казани, 5 на Высокой горе, 4 в Челнах и 1 в Пестрецах. Таким образом, сегодня в Татарстане 107 человек с выявленной инфекцией. При этом, по данным Республиканского Минздрава, 17 выздоровели. Рекорд по заболеваемости побиты в целом по стране. За сутки коронавирусом заразились 2774 человека. Умерли 22, выздоровели 224. Отрасли, которые больше всего пострадали из-за режима самоизоляции, максимально поддержат. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов на встрече с бизнесменами Татарстана. На актуальные вопросы в онлайн-режиме ответил российский уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Когда можно будет открыть парикмахерские? Кому положены субсидии на временную занятость? Подробности у Зарины Ахметовой. Я заверяю, что республика тоже окажет максимальную поддержку тем отраслям, которые имеют серьезные проблемы. Так, наравне с федеральными появятся и региональные меры поддержки бизнеса. Сегодня за изменениями делового климата в республике следит рабочая группа. Каждый день она анализирует финансово-экономическое состояние всех предприятий. Мы еще не понимаем длительность и глубину тех проблем, которые сегодня есть. Но так как меры по отсрочке там 6-месячные есть, мы увидим, в каком направлении, где нам нужна будет больше поддержки. В числе тех, кто больше всего страдает от отсутствия клиентов и доходов, парикмахеры. Их кабинеты сейчас пустуют. Чтобы хотя бы частично сохранить свой бизнес, мастера предлагают президенту республики систему, благодаря которой следить за соблюдением санэпиднорм можно онлайн. Безопасность людей – это самое главное. Практически 80% у нас крупных промышленных предприятий имеют возможность работать, если они обеспечивают ту безопасность, которую у нас определяет Роспотребнадзор. Отбоя от покупателей у продавцов нет даже сейчас. Другой вопрос, где можно разместить места для мобильной торговли, чтобы предложение максимально удовлетворило спрос. Предпринимателям напомнили, одна из площадок – Агропромпарк. Тем, кто пострадал больше всего, Рустам Минниханов предложил выделить субсидии на временную занятость. Такая мера, по мнению президента, позволит сохранить коллективы. Людей надо сохранить. Это же самые ценные это люди. Бизнес-омбудсмен России вопрос обещал рассмотреть. Зарина Ахметова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Прокуратура Татарстана выявила 9 заведений в Казани, работающих вопреки запретам в период самоизоляции. Среди нарушителей кальянная, барбершоп, парикмахерская, автосалон и другие. Только прокуратура Вахитовского района проверила больше 170 объектов, подпадающих под действие временных ограничений. По результатам надзорных мероприятий прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд города Казани с исками о приостановлении деятельности предприятий-нарушителей. В настоящее время по всем искам судом приняты обеспечительные меры. Деятельность заведений приостановлена.
Будем второй линией обороны. Врачи частных клиник готовы прийти на помощь государству. Все подробности в интернет-газете «Реальное время». С этого дня все прибывшие в Татарстан из Москвы и Санкт-Петербурга должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Эти же правила действуют для проживающих вместе с ними. Постановление подписал премьер Алексей Песошин. При появлении симптомов им необходимо сразу вызвать врачей на дом. Кроме того, согласно документу, в Татарстане введен официальный запрет на посещение храмов. Ограничение продлится до улучшения эпидобстановки. Как заплатить за коммуналку? С такой проблемой столкнулись те, кто привык это делать лично, без интернета. Таких в республике половина. При этом пени за просрочки в условиях самоизоляции запрещены. Но от этого могут пострадать ресурсоснабжающие предприятия. Искал выход из ситуации и разбирался в деталях Салават Мухаммадуллин. Портал госуслуг, приложения банков, доля электронных платежей за коммуналку в республике сейчас 58%. В остальных случаях люди привыкли делать это через почту, кассы и отделения, опять же, банков. Но в условиях самоизоляции от такого способа лучше отказаться. А некоторые из тех, кто все-таки решается, сделать это не могут. Через всякие там сайты или кого. Мы люди пожилые. Вот у нас был расчетный счет. Мы приходили, платили, отдавали показания. В интернете я не понимаю ничего, не разбираюсь. У меня кнопочный телефон, я не отправлю через телефон. А из родственников никто не может помочь? Или не из родственников мы не общаемся, мы закрыты. В планах открытие расчетных центров после 15 апреля. Но чтобы не приходилось нарушать режим изоляции, одинокие и пожилые люди могут обратиться на горячую линию «Мы поможем». Мы совместно с Минсоцом видим все одиноко проживающих граждан. По ним мы будем отдельно помогать и мониторить эту ситуацию при помощи муниципальных властей, при помощи волонтеров. Не нужно стесняться звонить или просить о помощи родственников. Пени за неплатежи сейчас хоть и не начисляются, но копить долги за ЖКХ не выход. Общая задолженность по республике сейчас и так 7 миллиардов рублей. И эта цифра может резко вырасти. Предприниматели уже просят пойти им навстречу. У нас только 2% остается, остальные надо отдавать на оптовом рынке, сетевой компании. Сейчас очень много потребителей говорят, что вы авансовые платежи отмените. В целом отсрочка просят. Я их понимаю, но надо обсуждать. Конструктивный подход должен быть, наверное. Все равно по фактическому потреблению, наверное, оплатить придется или его уменьшать. Копить долги невыгодно. Но если вдруг такое случилось в этот сложный период, есть вариант будущей реструктуризации задолженности. Для этого нужно будет в последующем обратиться в управляющую компанию и платить по частям. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Более 600 татарстанских семей уже подали заявление на выплату в размере 5000 рублей на детей до 3 лет. Финансовая помощь рассчитана на 3 месяца с апреля по июнь. Заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг или на сайте Пенсионного фонда до 1 октября. Размер выплаты определяется как 5000 на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. То есть, если в марте месяца текущего года ребенку исполняется 3 года, то право на выплату отсутствует. Если в апреле месяца текущего года исполняется 3 года, то выплата будет осуществляться в размере 5000 за 1 месяц апреля. Капремонт дворов растянется на 5 лет вместо 3. Деревья в республике не будут вырубать ради парковок, а схемы своих обновленных дворов жители смогут увидеть и обсудить в сети. О том, как будет реализовываться программа «Наш двор», сегодня онлайн рассказала помощник президента Наталья Фишман-Бекмамбетова. Ее послушал Сергей Хайдаров. Звенящая тишина и абсолютно пустая детская площадка. Вот такую картину можно увидеть во многих дворах нашего города. Мы находимся на Голубятниково, и этот двор, как и многие другие, вошел в программу «Наш двор». Но, кажется, местным жителям придется ждать обновлений немного дольше, чем они полагали, из-за неопределенной экономической ситуации в стране.
все те виды работ, которые изначально предполагались в программе, будут реализованы, но не за 3 года, а за 5 лет. Новость о том, что программа растянется до 2024 года, сегодня во время онлайн-трансляции подтвердила Наталья Фишман-Бекмамбетова. Ремонт некоторых дворов, запланированный на этот год, перенесут на будущий. Проект двора в протоколе должен подтвердить каждый житель, и серых схем от управляющих компаний здесь быть не должно. Там нужно каждый раз разбираться. Может быть, было объявление, просто человек в этот момент был в отъезде, и потом он вернулся и пропустил этот момент, и потом у него возникли вопросы. А может быть, действительно, мы не можем исключить недобросовестность в каких-то случаях управляющих компаний, например. Почему не везде делают прорезиненное покрытие, как формируется очередность капремонта и где увидеть схему будущего двора? В чате трансляции помощнику президента десятки вопросов. Один из популярных: будут ли в Казани и других городах вырубать деревья ради парковок? Давайте я расскажу, в каких случаях мы допускаем вырубку деревьев. Это важно. Первое – это если дерево аварийное, признано аварийным. Признано аварийным – это означает, что оно создает угрозу для жизни и здоровья других людей. Второй случай – это расширение проездов до норматива. Программа зайдет только во дворы старше 2014 года, либо где не было дорожного покрытия. На каждый потратят по 7,5 миллионов рублей. Это все развлечения, которые есть в одном из дворов на улице Мосина. Он тоже входит в программу «Наш двор» и должен капитально отремонтироваться. И это включает в себя сразу 6 видов работ, начиная от ремонта дорог и тротуаров и заканчивая установкой освещения, скамеек и детской площадки. Списки дворов, вошедших в программу, и план-схемы благоустройства Казани, Нижнекамска, Челнов и Альметьевска можно увидеть на сайте двор.татар. Внести предложение и получить другую информацию можно, позвонив по номеру горячей линии на экране. Кстати, номер не случайный, это день рождения ТССР. Дай бог, к этому моменту у нас закончится самоизоляция, и мы все будем радостно гулять по набережной озера Кабан и другим замечательным местам, обниматься и поздравлять друг друга. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ Казань. Когда сказали сидеть дома, а дома нет. В такой ситуации в условиях пандемии сейчас находятся сотни бездомных по всей республике. Приюты для обездоленных из-за наплыва нуждающихся уже переполнены. Сейчас в Татарстане действуют 3 центра социальной адаптации. Какую помощь они оказывают и готовы ли они принять тех, кто остался без крова, расскажет Юлия Муратова. Вот один из 13 вагончиков. Здесь у нас живут постояльцы на самоизоляции. Владимир Петухов сегодня стал 21-м жильцом приюта для бездомных в Казани. Мужчина оказался без работы и крыш над головой в самый непростой период – пандемию. По правилам должен выдерживать самоизоляцию, тем более имея инвалидность и хронические болезни. Стараюсь никуда не выходить. Понадобилось на флюорографию съездить, а в магазин так за продуктами сходить. В сложной ситуации оказалась и Гульнара Валеева. В Казани не местная. Деньги на съем жилья закончились, а в Буинск домой к родителям вернуться не может. Движение из-за карантина ограничено. Перекрыто движение автобусов междугородних. Ну и ходить по городу, как говорится, без крыши над головой тоже тяжело. А вот Зуфар Валиев в приюте уже 2 года. Рассказывает, столько бездомных здесь не видел никогда. Коронавирус как раз, говорит, бомжи, разводит по всей городу. Они везде ладят. Они без маски ходят. В связи с наплывом бездомных начальство здесь установило уже 3 новых спальных вагончика на 4 койки-места. И скоро вместо вот этих старых досок здесь появятся новые 2-ярусные кровати и вся необходимая новая мебель. По словам организаторов, в день сюда приходит по 150 человек. Одни поесть, другие на ночевку. И запасов еды, одежды и мест уже не хватает. Расширяемся, дополнительных 16 койк-мест становится. Приходит, моет здесь руки. Через каждые 1,5-2 часа проводит дезинфекцию. Некоторых бездомных не пугает ни вирус, ни холодная погода, и свой уголок оборудуют себе прямо на улице. Сейчас в республике для них работает 3 центра социальной адаптации в Казани, Челнах и Бугульме. Проживает там уже более 150 человек. Центры в эти дни продолжают принимать тех, кто нуждается в крови. Прежде чем взять человека с улицы и поместить в это учреждение, он проходит флюорографическое обследование, обследование со стороны всех медиков. Как только появляются какие-то малейшие подозрения, безусловно, этот человек изолируется и приглашается бригада. Если здоровью нуждающихся ничего не угрожает, бездомным помогают восстановить документы, вернуться к нормальной жизни. Юлия Муратова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Особый режим сейчас действует на всех системообразующих предприятиях, в том числе и на пищевой промышленности. Их сотрудники на работе экипированы практически как врачи-инфекционисты. Все для того, чтобы обезопасить и себя, и продукцию. Сегодня Алия Хайруддинова отправилась в Лаишевский район на утиную фабрику.
Это не космодром, но здесь тоже все очень строго. Чтобы попасть на предприятие, нужно быть в полной амуниции. Это утиная фабрика. Тут все. Забой, разделка, переработка, производство тушек. Еще до пандемии здесь были предприняты все меры по защите персонала и производимой продукции. Утка охлажденная, происходит разделка, то есть бак обсемененности и развитие какой-то патогенной флоры здесь не происходит. Фарш и специи замешиваются в чане. Оттуда выгружается уже готовая смесь для сосисок или колбас. Сотрудники работают, выдерживая дистанцию как минимум 2 метра. Защитная одежда есть, перчатки есть, очки, маски есть. Маски каждый раз поменяем. Спецодежда, антисептики – это то, что на виду. Личный состав старше 60 лет был освобожден от работы с сохранением заработной платы. Помимо этого, кварцевание каждые 2 часа проводим. Если вдруг происходят какие-то отклонения, то сразу подается сигнал, и мы их устраняем. Ну и заглянем внутрь. В фарш сыровяленой продукции закладываются полезные бактерии. Они не дают возможности размножаться болезнетворным. Камера обрабатывает сначала моющими средствами, потом дезинфицирующими средствами. Воздух, который попадает в камеру, он фильтруется. Утятина разлетается по всей России. Основной сегмент – рестораны, гостиницы. Пока, говорят, спрос есть, несмотря на вирус. У нас ведутся переговоры. Это Франция, Бельгия, Германия, Швейцария. Не считаю уже стран ближнего зарубежья. И на работу теперь приезжают чуть раньше, ведь никто не приступит к делу, пока не примет душ. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Госсовет против коронавируса. Если это необходимо, безусловно, будем делать. Потребуется день сидеть, 2 сидеть. Как в условиях пандемии работает парламент, увидел Дмитрий Аренин. Площадь восстановленных лесов республики увеличится в 2 раза. Труд огромный вложен в эту саженец. К посадке деревьев присоединилась Юлия Муратова. На работу в условиях пандемии переходит и парламент республики. Сегодня в Госсовете в необычном формате прошли заседания нескольких комитетов. Обсудили, как впервые в истории в особом дистанционном режиме может пройти и предстоящая сессия. Обязательно носите маску. Новые атрибуты и церемониал работы парламента начинаются уже со входа. У всех проверяют температуру и просят обработать руки антисептиком. Ходим в масках, стараемся ходить в перчатках и, естественно, часто обрабатываем руки и должны находиться не менее чем за 1,5-2 метра. Мы сейчас нарушаем немножко вот это вот расстояние, дистанцию, так скажем. С учетом этого расстояния прошли сегодняшние заседания комитетов. За столом, рассевшись подальше друг от друга, встретились менее 20 человек. Очки потели, дышать в маске было непросто. Я сделаю, наверное, так, потому что очки потеют. Это невозможно. Журналисты за происходящим наблюдали с другой комнаты по видеотрансляции. Онлайн, будучи вообще в других городах, присутствовали и некоторые депутаты. Вас слышно? Опять висит значок, что интернет-связь плохая. В дистанционном режиме может пройти и предстоящая 23 апреля сессия Госсовета. На ней в том числе собираются официально зарегламентировать особый порядок работы парламента. Как вариант, чтобы на заседании депутаты собирались не все вместе, а группами, возможно, даже в разных городах. Объединить же такой кворум должна видеосвязь. Наш председатель, сидящий здесь, будет призывать к голосованию, объявлять режим голосования уже не с помощью системы, автоматизированной системы подсчета голосов, а объявит устно режим голосования. И на каждой площадке депутаты голосуют. Кто за, мы с вами все поднимаем, допустим, руки. Представитель счетной комиссии на каждой площадке считает, а потом последовательно озвучивают результаты каждая площадка. К предстоящей сессии депутатам советуют запастись терпением. По опыту других регионов можно сказать, что такие дистанционные заседания занимают гораздо больше времени. К примеру, был случай, что 6 вопросов рассматривали 2,5 часа. Обычно в повестке сессии порядка 30-40 вопросов. Как говорят депутаты, они готовы заседать сколько потребуется. Если это необходимо, безусловно, будем делать. Потребуется день сидеть, 2 сидеть. Но, надеюсь, все-таки такого не произойдет. Как точно пройдет предстоящая сессия, предстоит решить на заседании Президиума Госсовета. Он соберется в эту пятницу. Дмитрий Аренин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
Женское внимание женщинам. Депутаты объединения «Мерхамет. Милосердие» сегодня провели горячую линию для тех, кто оказался в трудной ситуации во время режима самоизоляции. Наболевшие вопросы – это социальные выплаты, пособия безработным, психологическая помощь. Мы готовы решать частные случаи, потому что их будет, конечно, немало. Мы готовы к тому, чтобы рассматривать системные вопросы, которыми активно занимается сегодня наше правительство. Елабужские школьники сегодня получили планшеты, 33 гаджета для учеников 9, 10 и 11 классов. Теперь они смогут готовиться к ОГЭ, ЕГЭ и выполнять домашние задания дистанционно. Напомним, обеспечить школьников планшетами поручил Рустам Миниханов. Было закуплено 2000 устройств на более чем 30 миллионов рублей для учеников из нуждающихся семей. Более 900 планшетов уже получили в Казани, Нижнекамске, Тетюшском, Лаишевском и других районах республики. Деревья на 5000 гектаров высадят в этом году в республике. Так, по сравнению с прошлым годом, площадь восстановленных лесов должна увеличиться в 2 раза. Все в рамках национального проекта «Экология». В особый режим они не дома, а в поле у лесников. Все по плану. За 5 дней они высадят елочки на 8 гектарах возле села Чита. Это ежегодное восстановление лесов в республике. Только в этот раз 34 тысячи саженцев высадит группа всего в 5 человек. Обычно нас выходит на посадку по 30-40 человек. Присоединяются все желающие. Сейчас карантин, нас мало и делаем все в 2 раза дольше. Все саженцы из Лаишевского питомника. На посадку их готовят 4 года. С малых лет мы выращиваем его, из семян доводим до таких размеров и высаживаем лесокультурную площадь. Конечно, труд огромный вложен в это саженец. Из всех посаженных деревьев не приживаются только 5%, говорят лесники. В таком случае слабые саженцы или заменяют новыми, или лечат от болезней. А вот густой зеленый щит, по словам лесников, здесь вырастет только лет через 40. В Пестричинском районе чаще всего сажают ели и сосны, потому что именно они лучше всего приживаются в суглинистой почве. Однако растут они не быстро. Например, вот эта елка поднимется только за 10 лет на 1 метр. А вот сосны поднимаются гораздо быстрее. Например, вот этой сосне 5 лет. Определить это можно по количеству этажей веток. И она уже достигла 1,5 метра высотой. Заключительная стадия наших работ. Остается вот этот участок, который мы уже должны закончить. В течение 2 дней мы все работы, которые запланированы, закончим. В этом году по национальному проекту «Экология» восстановят почти 5000 гектаров леса. Это порядка 70% от погибших деревьев. К 2024 году эту цифру Минлесхоз планирует довести до 100. Вся имеющаяся лесопожарная техника приведена в полную готовность к экстренному реагированию. Всего в 2020 году на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» за счет федерального бюджета планируется закупить 35 единиц техники и оборудования. Не стоит забывать и о личной ответственности. Административный штраф за неосторожное обращение с огнем доходит до 500 000 рублей. Юлия Муратова, Ренат Сафин, ТНВ, Пестричинский район. Коронавирус вносит свои коррективы в мир кинематографа. Из-за пандемии сейчас тишина и на съемочной площадке фильма о подвиге героя Советского Союза Михаила Девитаева. До режима самоизоляции успели отснять большую часть сцен в Санкт-Петербурге. Поэтому команда Тимура Бекмамбетова работа продолжается. Сейчас постпродакшн, обработка отснятого материала. А уже после того, как улучшится эпидобстановка, съемки пройдут и в Казани. Уже сейчас возможно со звуком работать, потому что уже смонтированы некоторые сцены. Процесс идет очень интересный и такой плодотворный. Вот сейчас мы с вами разговариваем, одновременно идет скайп по разбору одной сцены монтажа. Тимур в Казани, мы все кто где, кто в Москве, кто в Петербурге. В общем, все у нас идет. Самая ожидаемая премьера этой весны вышла на экраны накануне. Миллионы зрителей по всей стране увидели первую серию фильма «Зулейха открывает глаза». Он снят по одноименному роману нашей землячки Гузели Яхиной. После премьеры в сети уже появились первые отзывы. Как к ним относится автор книги и какие у нее впечатления от фильма, она рассказала Веронике Гайнудиновой. Гузель, здравствуйте. Вчера зрители увидели первую серию фильма «Зулейха открывает глаза». Поздравляем вас с премьерой. Какие у вас впечатления, как у автора книги? Фильм, мне он кажется очень достойным. Баланс найден между жестоким, мрачным и светлым. Потому что
Сохранены какие-то сцены, важные сцены романа, скажем, как вот рубит корову топором, или какая-то сцена насилия в бане тоже сохранена. Это показано достаточно натуралистично, это оправданный натурализм. Уже сейчас много разных мнений, конечно, как это обычно бывает. Многие считают, что книга лучшей экранизации. Как вы относитесь к таким комментариям, читаете ли? Понятно, кто-то критику какую-то выскажет, очень разную уже высказал. Поэтому здесь нет, я не углубляюсь в комментарии. Гузель, вы человек, который видел полную версию картины. Расскажите, к чему готовится зрителю? Почему-то перерешали и стали показывать не по 2 серии, как планировалось изначально. Мне бы казалось, что, конечно, лучше, глубже погружаешься в историю, если 2 серии показывают сразу, и впечатления будут ярче. К чему готовиться? Ну, к достаточно такому интересному, художественному и не очень простому киноязыку. Мне кажется, это как раз-таки показывает уважение к зрителю, когда ему не разжевывают все до конца, а все-таки оставляет некое пространство для размышлений, оставляет все же те места, где нужно подумать самому. Гузель, спасибо. Желаем вам удачи. Ну, а мы будем ждать сегодня 2-ю серию. Спасибо. Всего доброго. Пока коронавирус останавливает жизнь в городах, в глубинках все идет своим чередом. В маленьком хозяйстве Мадышского района «Бэйби-бум» в мире животных 2 козы принесли сразу 8 козлят. С многодетными мамами познакомилась наша съемочная группа. Содержать коз супруги Зинатовы начали почти 6 лет назад. Их питомцы заоненской породы, которая отличается высокой удойностью. Помимо этого, этих созданий ценят за неприхотливость и добрый нрав. Ну а молоко за целебные свойства. Держим для себя и для молока. Ну, делаем молоко, сыр. Только для себя. Не на продажу. Люди приходят. Чисто вот у кого, я говорю, еще раз говорю, у кого-то язва. Недавно в хозяйстве Зинатовых случилось большое пополнение. 2 козы почти одновременно принесли каждая по 4 малыша. Марта родила 2 девочек и 2 мальчиков, Маняша 3 девочек и 1 мальчика. Обычно по 2. Постоянно 2. Вот. А мы тут с Розой смотрим. Я говорю, неужто 4? Ладно, 1 вышел, 2, 3, 4, вдвоем. Потом у другой, нет, вы, Аллах согласен, то, что еще 4 вы. Нет, так же получилось. Содержать коз не так затратно, говорит хозяин. В еде они неприхотливы, едят очистки картофеля, овощей, но сено и овес тоже в рационе присутствуют. Пока малышам хватает материнского молока, а вот после того, как они немного подрастут, некоторым придется искать новых хозяев. Светлана Звонарева, Ильнус Юнусов, Тимур Филиппушков, ТНВ, Мамадыш. Пока все на этом. Далее о погоде. Оставайтесь дома и берегите себя. Здравствуйте! Очень теплый атмосферный фронт заглянул в наши края, и в предстоящие сутки температура по республике значительно повысится. Об этом поговорим после небольшой информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево 15 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, очень тепло, днем до плюс 16. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также температурный фон стремительно растет. Пока без осадков. Жителей севера Татарстана, Агрыза, Менделеевска, Актаныша ожидает облачная погода, без осадков. Температура в дневные часы повысится до 15-градусной отметки, местами даже выше. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси осадки не ожидаются, и дневные температуры станут значительно выше. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном вероятность осадков будет небольшой. Очень теплая погода, плюс 17. В центральных районах республики, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше облачно, без осадков, установится очень теплая и комфортная погода. В последующие сутки тепло вновь пойдет на спад. Местами пройдут дожди. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез
Тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В среду в Казани переменная облачность без осадков. Ночью потеплеет до +4, а днем 16 градусов выше нуля. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 50%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.